Добрый день, дорогие ребята! В преддверии Нового года мы бы хотели показать вам, как делать новогодние открытки. Сейчас мы с вами будем делать новогоднюю открытку в виде снеговика. И для этого нам понадобится Ребята, перед тем, как начать наш урок, мы напомним вам технику безопасности. Ножницами мы пользуемся только острием вверх. И передаем ножницы только в таком положении. Также ножницами мы используем только в присутствии старших, и если у вас нет возможности пользоваться ими, то мы просим их помочь вам. При использовании клея не забываем его закрывать, иначе он у нас может высохнуть. Итак, мы начинаем наш урок, и наш первый шаг какой же? Мы берем лист А4 и сгинаем его пополам. Кладем его на стол. И затем мы берем вот такие игрушечные глаза и клеим их. Не забудьте после того, как вы приклеили глаза, закрыть, чтобы наш клей не высох. И вот так вот у нас получается. Сейчас мы вам покажем. Вот так вот. Кладем клей обратно. Так, далее мы берем с вами носик нашего снеговика. Мы его постригаем из оранжевого картона. Далее мы берем снова клей и клеим его около глаз. Вот так у нас должно получиться. Далее мы берем фломастеры и рисуем нашему снеговику улыбочку. Вот так вот у нас должно получиться. Теперь мы берем с вами новогоднюю ленточку. Это у нас будет шарфик для нашего снеговика. Мы его расположим ниже ярлыков. Теперь мы снова берем клей и на бумаге мы размазываем клей. Так, закрываем. Берем нашу ленточку и приклеиваем на то место, куда мы только что размазали клей. Вот так у нас получается. Ой. Так. И последним этапом у нас будет добавление пуговиц. Но вы можете использовать вместо пуговиц что-нибудь другое. Например, как мы выбрали вот такие вот помпончики. И мы снова берем клей, ставим две точки снизу нашего шарфика и приклеиваем помпончики. И вот так у вас должно получиться. И на развороте вы можете написать свои пожелания кому угодно, кому хотите. И сейчас мы приступим ко второй открытке. Мы снова берем бумагу А4 и складываем ее напополам. Нам нужно будет из картона вырезать 3 треугольника. Это будет наша елочка. Так. Размещаем мы их в таком положении. И мы берем клей и начинаем клеить от большого к маленькому. Берем среднюю елочку. И, наконец, сверху мы ставим вот такую самую маленькую. Тоже приклеиваем. Вот такая красота у вас должна в итоге получиться. Теперь мы снова берем маркеры коричневого оттенка и как бы рисуем ствол. Рисуем снизу прямоугольник и закрашиваем его. Вот так у вас должно получиться. Но нашей елочке чего-то не хватает, да? Так как она у нас новогодняя, мы берем звездочку и клеим ее на верхушку нашей елочки. Вот такая красота у вас должна получиться.
Но одной звездочкой мы не можем обойтись, верно? Да. Поэтому мы берем вот такие вот блесточки и клеим их тоже на нашу елочку. Но если у вас нет таких блесточек, вы можете просто нарисовать Да. Фломастерами. фломастерами, как хотите. А кто-то может вот так вот с помощью блесточек делать шарики. Давай я буду фломастером рисовать. Хорошо. Ну, аккуратно это все клеим. Мне пришлось так. Ну а у меня получилась вот такая красота. Такие простенькие, но одновременно красивые новогодние открыточки готовы. И теперь у нас с вами есть вот такие две красивые открыточки. Нам бы хотелось вам пожелать. Крепкого здоровья. Никогда не унывайте. Всегда улыбайтесь. С любовью и заботой. Профсоюзная организация студентов Педагогического института.